Здравствуйте, уважаемые участники круглого стола. Шашеев Скендер, Ассоциация иностранных инвесторов. Благодарю за то, что поднимаете этот законопроект. Дело в том, что, по моей информации, этот законопроект, он назывался «Закон о собственности», да, другого типа, но примерно схожего названия. Проект был готов еще с 1994 года, но почему-то по каким-то причинам каждый раз, когда этот проект поднимался, на высшем уровне он блокировался, да, и так и не был принят до сих пор. Действительно, как будто бы на высшем уровне опасались того, что если частная собственность вступит в полную силу юридическую, как во всем цивилизованном мире, потеряется управляемость в государстве. Да? Почему-то такая теория присутствовала. И до сих пор, вот мы делали анализ законодательства, есть гражданский кодекс, есть земельный кодекс, конституция, да, но во всех кодексах где-то вот так видно, что ни один человек в Кыргызстане не может полностью владеть своей собственностью, потому что есть специальные условия, особые случаи, да, предусмотренные законодательством, которые позволяют нарушать то есть государству вмешиваться в его право. И на самом деле получается, что частная собственность, вот у вас красная книга, да, вы думаете, что сейчас вы всю жизнь будете владеть, на самом деле в законе достаточно норм, чтобы разубедить вас, да, быстро в этом. И как бы на практике это происходит, и, к сожалению, как бы такого закона не хватало. Спасибо, что вы его инициируете. Да? И было бы неплохо как бы действительно его дополнить и принять, потому что если этот закон появится, вот у нас, как у Ассоциации иностранных инвесторов, появится больше членов, да, потому что мы помогаем иностранным инвесторам в Кыргызстане. И действительно, у нас больших трудов стоит привлечь инвестора из-за рубежа. Вот, за прошедший только месяц несколько исследований делали для инвесторов. Мы честные, мы не говорим им, приезжайте в Кыргызстан, будет сказка, сейчас сразу у вас прибыль будет, и вы будете довольны. Мы не говорим, мы говорим реально, да, есть такие проблемы, есть такие плюсы, минусы. И вот, к сожалению, пока инвесторы наши говорят, потенциальные инвесторы, скажем так, что у нас не хватает закона о собственности, у нас не хватает гарантий защиты собственности. Что у нас маленький рынок, в первую очередь, говорят, да, и что размер рынка и отсутствие гарантии собственности те факторы, которые заставляют их принять решение не вкладываться в нашу экономику. И, мы привыкаем слушать отказы каждый день, но мы надеемся, что с принятием подобных законов, как бы, отказов мы будем слушать все меньше, да, и люди начнут приезжать. Хотелось бы сказать предложение к законопроекту. Вот есть около 6 предложений, я буду очень коротко их озвучивать. Во-первых, в законе было бы неплохо. Кстати, следует отметить, что торгово-промышленная палата, мы являемся также членами торгово-промышленной палаты, рассылала проект данного закона. И мы от своей ассоциации писали дополнение предложения к закону и высылали через торгово-промышленную палату. Но мы продублируем еще раз. Вот первое, в законе не хватает как бы более расшитие понятия, что делать с собственностью, которая была самозахвачена. Да? Вопрос стоит так, вот в какой-то момент люди захватили чужие земли, то есть они, значит, нарушили чужое право собственности, но при этом ни государственные органы не оказались в силах что-либо предпринять, никакой орган ничего не сделал, эти люди до сих пор, нарушив чужое право собственности, формируют свою собственную собственность. Да? И при этом, что с ними будет дальше в будущем, как эта собственность будет урегулирована, вот этот закон, я думаю, тоже должен ответить на этот вопрос. Закон обратной силы не имеет, но, однако, в будущем не должно создаваться прецедента, что если, например, я мобилизую там 60 моих односельчан, да, приду, захвачу в центре Бишкека землю, чужую, и при этом проявлю стойкость и волю, и терпение, и не позволю никакому силовому органу меня выгнать, то я останусь навечно владеть этой землей. То есть это средневековая какая-то норма получается. И вот сейчас она реализована, и что с ней делать, вот в законе надо об этом подумать. Да? Например, первое предложение, которое лезет в голову, это все-таки надо восстановить права собственности тех людей, чьи права были нарушены при самозахвате. И не допускать в будущем самозахвата, сделать наказание за самозахват чужой собственности очень тяжелым. Да. Следующее предложение это вот приобретение собственности с нарушением права предыдущего владельца. Да? Например, вот было сказано, что цель стоит предотвратить рейдерство, да, захват чужой собственности.
В этом случае как бы какие-то инструменты должны быть в законе, которые позволят, например, в случае, если осуществлено действие, в результате которого собственник под давлением оформил документы, и эти документы оформлены законно, при этом юридически, но при этом собственник через какое-то время понял свои права, да, и начал бороться за них, и заявил, что это было незаконным способом, получена от него как бы легализация, да, на другое лицо этой собственности, то он должен иметь шанс восстановить свои права. Но опять-таки, как бы, вот этот момент, видимо, требуется консультация юристов, да, достаточно широкая. Следующее предложение, это вот есть у нас практика, которая проявляется на местах, и мы ничего не можем с этим поделать. Это вот когда месторождение какое-либо обрабатывает инвестор иностранный, или даже вот возьмем англичанку, да, которую сжили, да, с Сокулуки просто, с теплицы. Вот получается, что у нас какая практика сложилась? Вот село. Ну, в Бишкеке, ладно, как-то еще можно защитить инвесторы, а вот в село, да, если мы в регион пойдем, там местные жители сказали без Джашатпаевс буду, да, без Трудруваевс, инвестору какому-то. И все, и никто, ни центральная власть, ни армия, ни полиция, ни суда, никто не может восстановить право собственности этого иностранца в этом месте, да. И вот это странно, да, потому что это один из факторов серьезных, почему у нас регионы инвесторы не так сильно идут. То есть предложение было бы такое, что немножко больше внимания в законе может уделить статьям о защите прав иностранных инвесторов и отрегулировать. Например, там, возможно, не хватает пункта, в котором можно бы указать, что местному населению должно быть дано разъяснение о понятии частной собственности и о понятии рыночных отношений, да, правовых отношений. Потому что иначе получается, что действительно, вот, что скрывать, да, у нас в Кыргызстане часто бывает, работать не любим, но завидуем, да, соседям. И вот кто-то иностранец приезжает, начинает работать, получает прибыль, покупает джип. Мы говорим, он грабит мою страну, оккупант, захватчик, и начинаем ему противодействовать, да, и причем очень эффективно. Но сделать то же самое, повторить его историю успеха не всегда получается. Следующий как бы вопрос, это вот самый большой больной вопрос, это целевое назначение. Вот почему я говорю, что частной собственности у вас нет, у вас есть красная книга, у вас есть договор купли-продажи, но у вас нет частной собственности, потому что там есть такой пункт, целевое назначение. То есть по всему миру в практике целевое назначение имеет, то есть по изменению целевого назначения имеет рекомендательный характер. И государство не говорит, ах, ты нарушил, вот ты вместо дома построил завод, да, на своем участке. Все, сейчас вот в суд тебя, изъятие земли, да, нецелевое использование. Вот у нас так может быть, а вот за рубежом обычно бывает так. Государство не может изъять эту землю, но если соседи, да, в частном порядке подадут в суд с требованием, например, не строить завод здесь, да, в селе, там, где должен стоять частный дом, то тогда, получается, суд принимает решение на основе исков, и тогда восстанавливаются права соседей, да, действительно человек не построит завод. Но во многих цивилизованных странах свято положение, что человек имеет рекомендательный характер целевого назначения своего земельной собственности. А у нас принудительно только Бишкек главархитектура и Градсовет, и муниципальный орган имеют право установить вам целевое назначение. Да? То есть вы не владеете своей землей. И тут же получается, что еще один момент, тут предложение в законе предлагается, я не знаю, это радикальное предложение, но я бы хотел, чтобы как бы для протокола учли, да. Сегодня технологии позволяют, вот проблема, но многие строители купили участки, не могут строиться годами уже, некоторые 10 лет, некоторые 6 лет, да, годами, потому что им не выдали технические условия. Вначале, когда продавали, реализовали землю, в том числе иностранным инвесторам, да, им сказали, все хорошо, протокольно все в порядке, Горводоканал, есть возражения? Нет возражений. Североэлектро, есть возражения? Нет возражений. Когда построили, выяснилось, там внизу силовой кабель, сверху там ЛЭП, справа там речка, слева еще что-то, да? И получается, если человек, например, хочет, и обязательно Североэлектро должно выдать тех условий, или Горводоканал. Если их тех условий не будет выдано, Горархитектура и Градсовет не пропустят дальше, не дадут разрешения на строительство, и этот объект заморожен. А при этом, если он, например, взят в аренду у города, то начисляется арендная плата. Получается, как бы здесь
предлагается ввести в закон, что если хозяин собственности, да, в строительстве, здесь хозяин недвижимости способен обеспечить сам техническое обеспечение своего помещения, то тех условий не требуется. Вот в Грузии как хорошо, да, отменили разрешение на строительство и тех условий. И страна не поверглась в хаос и пучину, да, там они нормально работают. Говорят, что там даже эти строители приходили и 2 недели стояли у порога мэра и говорили, как так, дайте нам хоть какую-то бумагу, да? А ее нет, ее не было. Тут момент такой, что, например, сегодня можно поставить солнечную батарею и тепловую станцию, да? И все, и не нужен Северэлектру, не нужен Горводоканал, то есть Бишкек теплосеть, и не нужна еще несколько городских служб, просто не нужны. Но у нас закон поставлен так, что нет, вот пока кто-то разрешение не даст, вы не можете вступить в право вашей собственности. Следующий, это по ответственности судов, да, предложение. Вот смотрите, сейчас практика сложилась. Суды по земельным вопросам, когда решают, например, если собственник против государства суд подал, всегда принимает решение в пользу бюджета. Говорят, это патриотизм, государству надо думать, о бюджете надо думать. То есть, получается, государство создано для комфорта людей, но у нас наоборот, люди созданы для комфорта государства. И получается, что если вы владеете участком, и государство нарушило ваши права, всегда выиграет государство. Это не просто слово, это практика, просто есть статистика почти 100%. И думается, что это очень неправильно, да, потому что это отсутствие правосудия, двойной стандарт. Хотелось бы, чтобы это тоже в статьях закона как бы оговорен был такой случай. Следующий момент, это вот есть по проверкам, да, хотелось бы еще высказать, вот, например, проверки сегодня по представлению прокуратуры при согласовании с Минэкономом, да, будут проводиться. Но во всем цивилизованном мире все проверки идут только по ордеру суда. Почему у нас этот механизм, да, до сих пор не работает? Суд должен решать. Получается, тут же есть еще риски. Ну, это все, я всегда в сторону бизнесменов, как бы, но есть еще и обратная сторона, которая может вызвать крайности, например, в этом законе. И ее тоже неплохо было бы обсудить сейчас. Это, с одной стороны, да, мы защитим сейчас права собственников и бизнесменов, да, права граждан защитим. Но там возникнет еще один момент, нужна какая-то система противовеса против другой крайности, это монополии. Да? Например, крупный бизнес, имеющий исключительные денежные средства, может оказаться, при использовании подобного закона фактически хозяином положения. Потому что вот не зря же во всем мире придумали инструменты для демонополизации, да? То есть чтобы обеспечить всем равные права. Нам нужно подумать о том, чтобы не оказалось так, чтобы этот закон потом просто оказался инструментом для тех людей, собственников, которые имеют наибольшие финансовые ресурсы. То есть в этом плане тоже нужно как бы продумать определенную систему сдержек и противовесов, да, потому что иначе мы получим историю, целую эпоху, да, битвы капиталов. И она ни к чему хорошему не приведет, и она приведет опять к тому, что популисты захватят власть и опять все сделают, коммунизм сделают, да, собственность общая, жены общие, все общее. Поэтому вот, если есть возможность, хотелось бы вот эти предложения высказать и принять их, попросить принять их в работу. Спасибо. Спасибо, Искандер. Хорошие реальные предложения и по законопроекту дополнения, и хозяйственные. Пожалуйста, Садок Алексеевич.